Для журнала? Elle Girl. Для обложки журнала. Я закончил в Новосибирске там театральное училище, и все, дальше там некуда деваться. Дальше у тебя, я отыграл там 4-5 главных ролей в спектаклях, там, Глобусе, Новосибирский академический театр Глобус. Да. Все, больше ты как бы, ну ты можешь там играть 20-30 ролей, но из этого ничего не меняется. Дальше ты никуда не развиваешься, дальше ты никуда не идешь, кино там не снимаешь. Вот и все, я поэтому поехал сюда, Москва меня более-менее устраивает по темпоритму, по тому, как люди здесь бегают, гоняют и чего-то хотят достичь, грубо говоря. Поэтому я остался здесь. Я повела ребенка в детский сад, и там был какой-то фотограф, который предложил мне на тот момент, как мне показалось, огромные бабки, 100 евро, чтобы я сфоталась на рекламу Нескафе или что-то такое, ну там с кружкой. Значит, я сфоталась, получила 100 евро, подумала, нифига себе, я заработала бабла, как много. Соответственно, накопила какую-то сумму денег. Думаю, почему бы не потратить эту сумму денег на свою поездку в Москву. В итоге я поехала и поступила. И уже только когда я поступила, я поняла, что я сделала. Ну и как бы так вот все бросив, я уехала в Москву. Я начинала как бы с малого, я жила в общежитии в ГИКа. У меня даже не было акцента, у меня был некий говор, латышский говор, я тянула слишком сильно какие-то звуки, причем я сама этого не замечала, мне казалось, у меня чисто русская речь. Мне говорят, нет, у тебя говор, я исправляла первый курс, вот на актерском, там же есть сцен-речь, где исправляют говор, где ты кидаешь мячик и читаешь стихотворение, и как бы на каждое ударение мячик подкидываешь. Я думала, что за бред, зачем это делать, оказывается, это помогает. А у жителей Бердска есть какой-то там «Я пошел», «Корову подарил»? А ты неправда, Паша показывал, как он разговаривал. Ну что, пацанчик? Вот это песня. Ну нет, здесь просто в Москве более акают, да, люди? Акают. Но там немножечко вот так разговаривают. Что ты? Меня немножко шокирует, когда меня видят на улице, у детей начинается тряска рук, они начинают кричать. Я к этому еще не привыкла, потому что начинаешь успокаивать, ну как бы, я же просто человек, я же не испарюсь, тут не превращусь в фею и не улечу. Дети очень благодарны поклонники. Самый благодарный зритель, который может быть. Они готовы на все. Ну, то есть дети это такая, это маленькая армия. Можно там задать им задачу, не будет это делать, они будут сумасшедшие это делать, никуда не видя, надеть шоры вот так вот и херачить. Да, давайте свернем власть. Так что все в наших руках, на самом деле. А первая любовь была у всех в школе или все-таки? У меня была. Какая? Я помню, что мне очень нравилась девочка. Ну, не знаю, может, любовь это была не любовь. Я была уверена, что это любовь. Я даже вела дневник, помню, перечитывала, потом, господи, надо это сжечь, все.